возможности уйти от ответственности станет меньше. Проверять водителей на состояние алкогольного опьянения теперь можно при помощи анализа крови. Борт уже выполнил несколько вылетов. В Среднеколымском районе базируется новый вертолет, оснащенный медицинским модулем. «Мы делаем будущее сейчас». Завершился первый корпоративный молодежный форум «Алроса». В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Новый закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение, вступает в силу сегодня. Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь, наравне с дыхательным, факт опьянения водителя может быть установлен по результату анализа крови. Данный закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение в случае обнаружения у них в крови указанного количества алкоголя. При этом закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха 0,16 мг на 1 литр воздуха. Якутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с посадкой на мель на реке Лени пассажирского теплохода. По информации ведомства, ракета 269, следовавшая по маршруту Сангар-Якутск, принадлежит компании «Пассажирское райуправление». На его борту находилось 55 пассажиров и 4 члена экипажа. Пассажиров доставили до пункта назначения на другом теплоходе. Антон Сафронов принял решение покинуть пост министра предпринимательства Якутии. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. К другим темам. 1 миллиард рублей перенаправят из государственного бюджета на резерв повышения оплаты труда. Об этом сообщил министр финансов Якутии Валерий Жандоров на пленарном заседании Госсобрания Республики. Законопроект о внесении изменений в бюджет региона на этот и 2 последующих года депутаты приняли в первом чтении. Средства на повышение зарплат направят за счет сокращения расходов на физическую культуру, развитие транспортного комплекса, содействию занятости. Жандоров также отметил, что сейчас необходимо финансировать приоритетные программы, в том числе программу повышения минимального размера оплаты труда, ликвидации последствий ЧС в районах, региональной социальной программы и программы повышения пенсий. А за отраслями, которые уступили средства, в течение года будут вести контроль. Также на заседании сказали о ситуации с выделением жилья детям-сиротам и распределением субвенций в сфере образования. Также учтено 800 миллионов рублей – это субсидии жилищно-коммунальному хозяйству, как в счет недополученных доходов. И 147 миллионов – это вот как раз выплаты по региональным позициям, по пенсиям. Да? Ну и есть, конечно же, в связи с тем, что у нас выборы главы не запланированы были в бюджете, и определенная сумма предусмотрена на организационные мероприятия по выборам. Предприниматели в России должны перейти на новые кассовые аппараты. Это касается тех бизнесменов, которые работают на временной и патентной системе налогообложения и используют труд наемных работников. По оценкам Федеральной налоговой службы, под это описание в стране попадают 950 тысяч предпринимателей. В основном это малый бизнес. Эксперты посчитали, что закупка новых аппаратов обойдется предпринимателям примерно в 31 миллиард рублей. О плюсах и минусах нововведения в материале нашего корреспондента Анастасии Кобызевой. Идея заняться бизнесом у меня была зрела давно, в принципе, да, бизнес потом это способ реализации своих возможностей, своих желаний, да, и как приятный бонус это зарабатывание денег. Перерастет ли в основную работу, Егор пока не думает. 2 недели назад открыл бизнес. Начинающий предприниматель, экономист по образованию. Риски уже просчитал. Первым делом установил онлайн-кассу. Проблем не возникло. На сбор документов, покупку и оформление техники ушло 3 дня. Сейчас предприниматель знакомится с новым аппаратом и уже нашел несколько преимуществ. Онлайн-касса для предпринимателей полезна тем, что формирует отчеты, и можно удаленно следить за своими доходами, не будучи даже не в городе Якутске. То есть можно отдыхать где-то на море и смотреть, сколько продажи были за сегодняшний день. Цена кусается, признается Егор. Покупка онлайн-кассы заметно ударила по кошельку предпринимателя. В общем, это все у нас вышло где-то 29 тысяч.
Это со всеми, скажем так, подключится сам кассовый аппарат, фискальный накопитель для пробивки штрих-кода и обслуживания у сервисного центра. Предприниматели выйдут из тени, считают в налоговой службе. Проверок станет меньше, налогов больше. Основные преимущества от внедрения онлайн-касс. Налоговые органы будут автоматически получать каждую сумму, пробитую через контрольно-кассовую технику, и будут видеть выручку того или иного индивидуального предпринимателя либо организации в разрезе на каждый день. За неприменение контрольно-кассовой техники штраф на организацию 30 тысяч за каждый случай неприменения. На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц организации штраф 10 тысяч за каждый случай неприменения контрольно-кассовой техники. Применение новой кассовой техники даст дополнительные возможности и для потребителей. Самым главным плюсом станет то, что даже при потере или порче чека покупатель сможет вернуть или обменять товар ненадлежащего качества. Это станет возможным благодаря тому, что все данные о покупке будут сохранены в фискальном накопителе. Изменить или удалить данные будет невозможно. Реформа началась 2 года назад. Сегодня только в Якутске и пригородах установлено 6,5 тысяч онлайн-касс. Не использовать новые аппараты можно, но лишь в отдаленных районах Якутии и при отсутствии торговли подакцизными товарами – алкоголем, бензином, табаком. Конечно, в таком случае проверок налоговой службы избежать не получится. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск. В Среднеколымский район Якутии прибыл современный санитарный вертолет Ми-8 МТВ-1 с медицинским модулем. Второй такой есть пока только в Магане. Аппараты эксплуатирует авиакомпания «Полярные авиалинии». Кроме Среднеколымского района борт будет курсировать между Верхнеколымским, Нижнеколымским, Момским, Абыйским и Алайховским районами, сообщает пресс-служба авиакомпании. Вертолет базируется в Среднеколымском аэропорту с 23 июня и будет выполнять санитарные рейсы круглый год. К слову, его уже использовали для перевозки пациентов из труднодоступных населенных пунктов и участков в центральные районные больницы. Между тем, медицина – это главная составляющая хорошего уровня жизни населения, но оказание квалифицированной помощи зависит в первую очередь от медицинских работников. И если их не хватает, это моментально отражается на населении. О ситуации в Алекминском районе расскажет Елена Фаст. Проблема со специалистами в медицине в Алекминском районе стоит давно. Не хватает терапевтов, хирургии, врачи выходили по 2 смены. Об этом говорилось на всех уровнях и неоднократно. Сейчас боюсь спугнуть, но вот буквально последние месяцы все-таки удалось изменить ситуацию в положительную сторону. В этом плане к нам начали приезжать медики. К дню нынешнему ситуация выравнивается. Говорить о полном комплектовании рано, тем не менее, сдвиги есть. Я здесь работаю уже в течение 2,5 недель, как приехал по приглашению главного врача. Какую работу вы здесь выполняете? Вообще намерены ли вы здесь остаться в дальнейшем закрепиться? Да, есть такой план у меня. Так, работу выполняем хирургическая служба, экстренная, плановая. Врач-анестезиолог, без него не провести ни одной операции. Предыдущий анестезиолог приезжал с областной больницы. Совершенно случайно так обнаружил, позвонил ему. Затем дали мне телефон главного врача Марфы Николаевны. С ней созвонились, согласовались. Пришли к общему знаменателю. Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест не только в районе, но и в республике. Распознать заболевание на начальной стадии – задача врача-кардиолога. К сентябрю кадровый состав пополнится еще раз. Нужно усилить терапевтическую службу. На сегодня у нас заключены предварительные договора с выпускниками Северо-Восточного государственного университета, медицинского института. 7 предварительных договоров. Это 2 участковых педиатра и 5 терапевтов. Придут ли кадры в Алекминск – вопрос не только самой центральной больницы. При взаимодействии с районом можно сдвинуть и не такие горы. Елена Фаст, Алекминск. Окружная администрация Якутска сообщает, что в связи с многочисленными обращениями жителей с 3 июля 2018 года автобусный маршрут номер 35 изменяет схему движения. Ее вы можете видеть на своих экранах.
Мы делаем будущее сейчас. С таким посылом завершился первый корпоративный молодежный форум «Алроса». 2 насыщенных рабочих дня с топ-менеджером компании, семинары с лучшими бизнес-тренерами, презентации своих идей и проектов. И это впервые в истории, когда без галстуков руководство компании работает вместе с молодежью. На форуме работала и съемочная группа наших коллег. Черный дым, энергичная музыка, спецэффекты. Так необычно в этом году открыли первый молодежный форум «Алроса» в настоящем будущее. 63 молодых специалистов и работников со всех подразделений «Алроса» съехались на 2 дня на берегу озера Чон-Алыр, где у них была возможность представить свои проекты топ-менеджменту алмазодобывающей компании. Попрошу вас ломать стереотипы, не бойтесь самых смелых решений, потому что только благодаря им и находится та истина, и принимаются те правильные решения. Сценарий открытия оказался символичным. В эпосе добро побеждает зло. Такой успешный молодой специалист должен уметь справиться с любыми вызовами. Научить их этому помогали приглашенные спикеры, опытные тренеры и представители руководства «Алроса». Если есть идеи, которые сейчас уже могут быть реализованы, и коллеги не хотят дожидаться там эти 3-6 месяцев, пожалуйста, обращайтесь. Мы рассматриваем все идеи, так или иначе даем обратную связь на все из них. Работу форума построили не только в формате лекций, полный интерактив и обмен опытом. Участники из Москвы, Якутска, Мирного, Айхала и Удачного обсуждали, дискутировали и анализировали свои идеи. Это теперь не так сложно, как раньше, что чтобы поговорить с топ-руководителем, нужно как-то очень много действий, пройти согласование. Сейчас это все гораздо проще, именно потому что, наверное, мы завелись такой серьезной инициативой. Участников заранее разбили на группы. Еще с начала года они разрабатывали свои идеи. На форуме предложили несколько проектов. От повышения уровня промбезопасности до помощи сотруднику в адаптации на новом месте работы. Сюда приходят с чем-то интересным, полезным, новым, инновационным в том числе. И нам хотелось бы, чтобы эта молодежь, она привнесла вот это новое в компанию, и чтобы компания стала за счет вот этих молодых, энергичных идей развиваться вперед. Над проектом, да, долго работали. Вот у нас девушки, ребята, которые еще дольше работали, много сидели и думали. Я очень много полезного узнаю отсюда, и я хочу попытаться внедрить что-то так или иначе у себя там на московской площадке. Форум стал отличным шансом молодым специалистам не только представить управленцам «Алроса» свои проекты, но и пообщаться с ними в неформальной обстановке. Говорили о разном – личной жизни, секретах успеха, пристрастиях. Например, какие фильмы в свободное время смотрит Алексей Коваленко. Хороший фильм «На гребне волны 1» и вот «На гребне волны 2». Вообще там прекрасные краски, и я увлекаюсь подводным плаванием и экстремальными видами спорта. До декабря все проектные группы представят пилотные версии своих проектов. Позже их внедрят в работе алмазной компании. А такой формат форума решено сделать ежегодным. Специальные интервью с приглашенными спикерами, впечатления участников, мнения руководителей «Алроса». Все это мы покажем вам на нашем телеканале в ближайших информационных выпусках. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». У меня к этому часу все новости. Хорошего вам дня и оставайтесь с нами.